В прошлом году немножко хватил горя с купленными полупластиковыми лыжами, которые катаются куда хочешь, вбок, назад, ну, немножко и вперед. Ну что, поехали. Вот это пластиковые лыжи. Блин, елки-моталки. Пластик, мать его, за ногу. В планах было пройти 5 километров, туда-сюда 10. Какие 10 с этими лыжами? Назад скользят. Сильнее, чем вперед. Фу. Мать моя. Да. Бывает в жизни огорчение. Ох ты, блин. Вот легусенькая горочка. Ну, да, давай. Не знаю, 10-15 градусов и не пройти. Замучился испытывать. Пешком дойду по буранной дороге. Они меня так расстроились, что отдал Васе, сыну. Ну, себе в этом году купил охотничьи деревянные лыжи «Маяк», фирмы «Маяк», охотник, с камусом полное покрытие деревянными накладками. Надеюсь, будут нормальными. Сначала удивился немножко. Накладки и лыжи пришли отдельно. Ну ладно, бывает, с одной стороны. Это, в принципе, не сильно напрягло. Ну, закручу сам, чё ж. Обманули с рекламой. Но все дело в том, что одна лыжа посередине имеет горб и достаточно приличный выступ. То бишь это в домашних условиях особо накладку не прижмешь. Накладка болтаться будет. Это уже хреново. Написал рекламацию на завод. Плоскость лыж неровная. По их оси наблюдается достаточно большая выпуклость. Когда при попытке самостоятельно присоединить накладки с одной стороны, остается приличная щель. Из-за щели шуруп закрутился в лыжу практически только на один оборот. При амплитудном воздействии на эти шурупы при движении на лыжах большая вероятность их отрыва от этих лыж. В щель будет попадать снег и сырость, что сократит их долговечность. Живу в северном малолюдном таежном районе, прилично в возрасте, когда отрыв накладки в походе несет мне прямую угрозу жизни. Халтурно работаете, господа. Там ответили, посылай обратно, вышлем замену. Да нафиг не надо. Туда-сюда посылать, так и зима пройдет. Поэтому оставил, думаю, как получится, так и получится. По российскому принципу, кутить так кутить, сказал студент, заказал чашку чая. Приобрел для этих лыж полужесткие крепления. Как я понял, это этой же фирмы. Это, правда, вызвало следующую проблему. Короткие саморезы, которые идут к этим лыжам, они явно не достают. Поэтому в России подходящих саморезов не нашел, поэтому приобрел германские саморезы в Минске. Длиной 50 мм, толщиной 5,5. Ясен пень, что он длинноват. Ну, я вот так смерил в натуре, отсчитал количество рейс, сколько отрезать. Решил оставить здесь где-то 1,5 мм, чтобы дерево до конца не пробивалось. Будет нормально. Рекомендуемая длина шурупа у меня получилась 32 мм. Ой, ты куда, Одиссей? От жены, от детей. Почитал комментарии к данным лыжам фирмы «Маяк», и у меня волосы немножко дыбом стали. Очень многих ломаются, и достаточно многих еще и эти накладки вырываются, шурупы не держат. Поэтому купил солярный клей «Момент Экспресс», чтобы черти такую печаль не накачали, попробуем заклеить еще дополнительно. Так, сначала зацепим отверткой. Нажать обязательно забыл. Проверка. О, первый сорт. Первый сорт. Ну, процесс пошел. Почти готовы. В принципе, вроде ничего, кроме последних дырок.
Причем это косяк заводской. Дырки не совпали. Сильно не совпали. Заводской брак. Даже надломилось. Так, это вроде ничего. Это как попрет. Так, не прижмешь, не поедет. Зажало. Ну, сзади. О! Прокручивается. Там дырка на дырке. Ну, один шуруп. Сикость-накость. Учитывая, что этот шуруп, по сути дела, никак не держится, его просто так выдернуть. Обувь моя будет в стороне, поэтому сюда новую сделаю дырку. Эти лыжи купил на распродаже. В смысле, барахло, что ли, на распродаже продают? С недочетами. А ведь реально стал верить, что вроде мелкие недочеты от меня в пот вогнало и столько время потерял. Так, ну ладно. Клей сохнет сутки. Ждем. Столько ругательных на эти лыжи комментариев прочитал. Вплоть до того, что надо заборы делать с этих лыж. Осталось посмотреть. Ну, пока впечатление упало. Вроде серьезная фирма. Ладно. У второй лыжи, у которого посередине бугорок был. Этот бугорок помешал полностью по-хорошему прицепить вставку. Щель осталась. Щель, это значит, шуруп до конца не закрутился. Если где-то в лесу выдернется в этом году, снега навалом, ох ты, так интересно будет. Но у нас сегодня по плану первая проверка лыж. Тропу не замело? Какую? Который народ ходит. Так, ну ладно. Мы проверяем лыжи. Или замело? Пожалуй, замело. На лыжи надо было. Ладно, дойдем. Я думал, это ваши следы, а эта собака тут пробежалась. Капитально сегодня снег навалял. Так, крепление. Так, задники хуже, по-моему, цеплять. Пойдем другим путем. О. Ой, жестко держит. Ну, где народу не баловаться, кроме как в снегу у нас. Да давай, охоти лыжи, маяк. Не подводи, первая ходка. По крайней мере, влево-вправо не скользят. Да и назад не скользят. Сейчас мы по горкам еще посмотрим. Ну, идем на снежную целину. Сосновый бор. Нормально. Так, линейку не взял. Сантиметров 10 тону. На ровной поверхности вроде ничего. Надо какие-то горки. Вон там горки есть. Назад катить или нет. А то полупластик тогда, можно сказать, убил своими откатами. Впереди горочка, ну, метров 10. Под углом не меньше 15 градусов, а то и 20. Проверяем, катить назад или нет. Первый сорт. Даже не подумал назад скатиться. Полупластик будет тут неделю залазить. Так, ладно, будем считать, что они зря полностью кому-то выйдут. Пускай даже искусственным лыжи купим. Они, конечно, чуть дороже. Ну да ладно. Здоровье важнее. Класс! Ну, с горки катит, конечно, не сильно быстро, но терпимо, по крайней мере, не упадешь. Лыжи, в принципе, ничего, нормальные, хорошие. А вот эти полужесткие крепления, не знаю. Эти так называемые полужесткие крепления ногу держат отлично. Куда нога, туда и смотрит лыжа. Но вот когда я делал попытку присесть, чтобы вторую здесь затянуть, чуть ногу не сломал, фиксирует жестко. То бишь при падении можно и травму причинить. Как минимум вывих. Тут еще один такой нюанс, в принципе, приличный. Явно не для скоростных гулянок. Все-таки полный камус не дает разгоняться, не скользит.
простые деревянные бы, по крайней мере, по обратной лыжне катили бы получше. А он что туда, посильнее, что обратно. Не хочет катиться. Ну, для охоты пойдет, наверное. Стою на склоне горы, в районе тут градусов почти 30. Уклон. Не катят. О-хо-хо, нифига себе. Ой-ой. Начинает катить. Это что, почти 40 градусов? Крутяк. Ну я и говорю, не быстрые лыжи. Камус какой-то достаточно сильно сдерживает скольжение. Впереди достаточно продолжительная крутая горка, особенно к концу. 45 градусов точно есть, а то и 50. Ну, здесь до 30 градусов-то нормалек. Ну, достаточно круто. Искусственный камус хорошо держит. Можно сказать, отлично. Нифига, тут вообще даже не знаю, сколько градусов. Офигенно. Так. Наискосок. Не будем рисковать. Нормальная горка, нормальная. Будем считать, лыжи испытания выдержали. Что не катят куда не хочешь. Куда хочешь катят. Да что в горку сбирается. Ну скоро с ним...